Здравствуйте, ребята! Сегодня наш воспитательный час посвящен Дню Победы. 9 мая отмечается всенародный праздник День Победы в Великой Отечественной войне, в которой наш народ боролся за свободу и независимость своей родины против фашистской Германии и ее союзников. Когда же началась Великая Отечественная война? Представим теплый июньский день, красивые зеленые деревья и травы. Была самая короткая ночь в году. Люди мирно спали. И вдруг война. 22 июня 1941 года на нашу родину напали немецкие фашисты. Напали словно воры, словно разбойники. Они хотели захватить наши земли, наши города и села, а наших людей либо убить, либо сделать своими слугами и рабами. Началась Великая Отечественная война. Она продолжалась 4 года. Внимание! Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Июнь клонился к вечеру закат, и белой ночи разливалось море, и раздавался звонкий смех ребят, не знающих и ведающих. Июнь, тогда еще не знали мы, со школьных вечеров шагая, что завтра будет первый день войны, а кончится она лишь в 45-м мае. Казалось, было холодно цветам, и от росы они слегка поблекли. Зарю, что шла по травам и кустам, обшарили немецкие бинокли. Такою все дышала тишиной, что вся земля еще спала, казалось. Кто знал, что между миром и войной всего каких-то 5 минут осталось. Эта песня тревожным набатом прогремела над страной в первые дни войны, когда все люди верили, что это испытание, обрушившееся так внезапно и сокрушительно, вот-вот закончится. Но война растянулась на годы. 4 страшных года. Делала подлая, стали тихими наши дворы. Наши мальчики голову поняли, повзрослели они до поры. На пороге едва помаячили и ушли за солдатом солдат. До свидания, мальчики, мальчики, постарайтесь вернуться назад. Нет, не прячьтесь, вы будьте высокими. Не жалейте ни пуль, ни гранат, и себя не щадите. Все-таки постарайтесь вернуться назад. Самыми крупными сражениями и событиями Великой Отечественной войны, которые стали переломным моментом в те суровые годы войны, можно назвать оборону Москвы, блокаду Ленинграда, Сталинградскую битву, Курскую дугу, штурм Берлина. 8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда.
около 900 дней сражался, работал и жил в кольце блокады Ленинград. Оборванного Мишку утешала девчушка в изувеченной избе. Кусочек хлеба – это очень мало, но крошечка достанется тебе. Снаряды пролетали и взрывались, смешалась с кровью черная земля. Была семья, был дом. Теперь остались совсем одни на свете ты и я. Ты слышишь, Миш, я сильная, не плачу, и мне дадут на фронте автомат. Я отомщу за то, что слезы прячу, за то, что наши сосенки горят. И в тишине стали пули звонко, зловещий отблеск полыхнул в окне, и выбежала из дому девчонка. Ой, Мишка, Мишка, как же страшно мне! Молчание, ни голоса не слышно. Победу нынче празднует страна. А сколько их, девчонок и мальчишек, осиротила подлая война. Всю зиму 1941 года шла битва за Москву, и Москва выстояла. В феврале 1943 года победоносно закончилось сражение под Сталинградом. Фашистам был нанесен сокрушительный удар, от которого они не смогли оправиться до самого конца войны. Полной победой 23 августа 1943 года закончилась историческая битва на Курской дуге. В течение 1944 года от фашистских войск освобождены столицы советских социалистических республик Вильнюс, Кишинев, Киев, Минск, Рига, Таллин. И вот долгожданная победа. 1945 год. Штурм Берлина. 8 мая 1945 года подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Первый день победы праздновали как никогда в истории. На улицах люди обнимали и целовали друг друга, многие плакали. Вечером 9 мая в Москве был дан салют победы. Гитлеровская Германия была разбита. Полной победой закончилась война советских и других народов против германского фашизма. Но велика и горька была цена этой победы. Советский народ потерял в этой кровопролитной войне около 27 миллионов человек. Забыть прошлое значит предать память о людях, погибших за счастье Родины. Если за каждого погибшего во Второй мировой войне человека объявить минуту молчания, мир молчал бы 50 лет. Бой стали просто землей и травой, только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещает. Прошло 75 лет, как закончилась Великая Отечественная война, но эхо ее до сих пор не затихает в людских душах. Да, у времени своя память. Память – это признание, память – это мгновение, память – это верность живых. И сколько бы воды ни утекло, мы всегда будем величать эту войну великой, потому что беспокоимся о будущем. Мы всегда должны помнить о прошлом, чтобы фашизм не повторился вновь. Великая Отечественная война затронула каждую семью нашей страны. Ежегодно по всей республике проходит акция «Бессмертный полк Кыргызстан», во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. На старых фото вечно молодые, свою оставив вахту в небесах. Шагают предки с нами, как живые,
Течет река бессмертного полка, течет река бессмертного полка. Течет река, и нет конца колоннам, шагает в ряд и маршал, и солдат. Из фотографий лица, как с иконы, не закрывая глаз, на нас глядят. Шагают с нами, смертью смерть поправ, как в 41-м мир прикрыв собою. И наша жизнь не кончится пока. Течет река бессмертного полка, течет река бессмертного полка. Чтоб мир спасенный не забыл героев, идет, взорвав забвенья тишину. Проходит вечность, полк бессмертный строем, идет опять сражаться за страну. Погибших души с нашими сливаясь, волной вскипают прямо. Всем на планете сияют звезды, как этот хрупкий мир сохранить. А просто нужно всем людям взрослым забыть обиды, войну забыть. Чтоб не плакали дети, чтобы дождик грибной все цветы на рассвете напоил бы водой, чтобы солнце дарило людям радость и свет, чтобы был мир на планете, чтобы не было бед. А в небе птицы парят свободно, ведь им не нужно его делить. Возьмите, люди, пример с природы, еще не поздно мир сохранить. Чтоб не плакали дети, чтобы дождик грибной все цветы на рассвете напоил бы водой, чтобы солнце дарило людям радость и свет, чтобы был мир на планете, чтобы не было бед. Всем на планете сияют звезды, как этот хрупкий мир сохранить? А просто нужно всем людям взрослым забыть обиды, войну забыть. Чтоб не плакали дети, чтобы дождик грибной все цветы на рассвете напоил бы водой, чтобы солнце дарило людям. Наш классный час закончен. Я надеюсь, что вы всегда будете помнить о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне. Будете с уважением относиться к ветеранам Великой Отечественной войны не только в преддверии этого дня, но и в течение всего года, и по возможности помогать им в жизни. Я желаю вам быть добрыми людьми и патриотами своей республики.